Рабочий визит министра образования и науки России начался с посещения Кыргызско-Российского славянского университета. Валерия Фалькова и министр образования и науки Кыргызстана Докдургуль Киндербаеву сопровождал исполняющий обязанность директора КРСУ Денис Фомин-Нилов. Гости ознакомились с выставкой «Славянский больше, чем университет», где представлены основные результаты работы вуза. Студенты естественно-технического факультета рассказали о новом направлении деятельности. Ребята разрабатывают оборудование для нефтегазовой отрасли. Уже получено 4 патента, в том числе 2 российских. Я со своими одногруппниками сделали 2 макета проекта будущего. Глава Минобра вместе с коллегой из Кыргызстана ознакомился с концепт-проектами студенческого кампуса КРСУ. В конкурсе, проходившем в течение 3 недель, своим видением будущего кампуса поделились как студенты, так и профессиональные архитекторы. И архитекторы есть. Гости университета ознакомились с историческим музеем КРСУ, насчитывающим более 2000 экспонатов. Некоторые предметы в хранилище уникальны и не имеют аналогов. Камни с сирийскими надписями. Сейчас, благодаря специалистам, перевели. Далее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и министр образования и науки Кыргызстана Докдургуль Киндербаева приняли участие в панельной дискуссии «Славянский университет 2050. Перспективы и приоритеты». Как было отмечено на встрече, развитие КРСУ как детище 2 государств должно быть динамичным и комплексным. Данный вуз должен быть флагманом, лидером инноваций, и она должна войти в передовых топовых вузов Кыргызской республики. Мы будем продолжать, и правительство, и глава государства поддерживают инициативу укрепления межкультурного сотрудничества Российской Федерации, и мы будем вести работу в данном направлении уверенно, успешно, с результатом. КРСУ является важной площадкой научно-образовательного сотрудничества России и Кыргызстана. В этом году университет принял программу развития и получил дополнительное финансирование. И начиная с этого года финансирование будет осуществляться не только на текущую деятельность, как это было всегда, из как минимум 2 бюджетов 2 государств, но еще и отдельно на программу развития. Валерий Фальков озвучил основные направления развития КРСУ до 2030 года. Важнейшим направлением работы программы станет подготовка учителей и педагогов для всех уровней образования, а также подготовка инженерных и медицинских кадров. Появится новое направление подготовки, и упор будет сделан на подготовку кадров под текущие перспективные потребности Республики Кыргызстан. Здесь большой спрос на специалистов, на учителей школ, на специалистов инженерных специальностей и направлений, на инженерные кадры, инженерно-технические кадры и на медицинские кадры. Вот это будет приоритетом на ближайшие годы Кыргызско-Российского славянского университета. Второй важный момент – это обновление инфраструктуры. Исторически сложилось так, что университет расположен в разных локациях, на разных площадках, разбросан, так сказать, по городу. Ну и инфраструктура, она уже не отвечает вызовам современным. Очевидно, что ее надо обновлять существенно. Поэтому сегодня мы обсуждаем, и уже объявлен конкурс на соответствующий дизайн-проект на строительство нового кампуса. Это та перспектива, над которой надо нам сообща работать.